Бюджет столицы в 2018 году выполнен на 92%. С итогами финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций столицы выступил заместитель главы администрации Леон Кварча. Фактически по городу зарегистрировано 1028 предприятий и организаций, но функционирует около 497, в основном в сферах торговли и услуг. В виде налоговых платежей в бюджет поступило 1 миллиард 80 миллионов рублей, что на 1,1% меньше, чем в 2017 году. Плановые показатели по прибыли выполнены в таких отраслях, как промышленность, платные услуги населению и торговля. Хуже всего с индикативными показателями справился научно-производственный сектор. Для горожан особенно заметна работа коммунального управления администрации Сухума. 6 унитарных муниципальных предприятий включают в себя коммунальное хозяйство столицы. О работе каждого из них рассказал руководитель управления Дмитрий Ахуба. В дневном режиме выполняются текущие ремонтные работы по содержанию и эксплуатации объектов, обеспечивающих подачу воды в город. На главных водоводах города Сухум устранено более 545 утечек водопровода, устранено 1450 засоров. Также выполнен капитальный ремонт канализационного трубопровода, проходящего через реку Гумыста диаметром 800 мм. Протяженностью 68 погонных метров с установлением опоры под трубопровод. Среди крупных проектов, осуществленных коммунальными службами столицы, ремонтно-восстановительные работы по улице Картозия в новом районе. На протяжении многих лет, даже после небольшого дождя, улица Картозия становилась непроходимой из-за многочисленных ям, луж и грязи. А рядом школа и район густонаселенный. По решению главы столичной администрации Адгура Харази из городского бюджета были выделены средства на ремонтные работы по этой улице. Были проведены работы по полной замене ливневого коллектора, проложено 800 метров труб, установлено 39 колодцев с решетками для приема воды во время дождей. После окончания работ по укладке коммуникаций был проведен капитальный ремонт дорожного полотна. Кроме того, немало работ проводилось по подготовке столицы к курортному сезону и празднованию 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В преддверии праздничных мероприятий коммунальными службами в городе высаживались цветы на набережной Махаджира, в парке Славы у Красного моста. В течение всего года было высажено порядка 23 тысяч корней сезонных цветов нескольких видов. В течение года выполнены санитарно-формовочная омолаживающая обрезка 217 деревьев, санитарная обрезка пальм от сухих веток 3390, вырубка сухостойных и аварийных деревьев 110, выполнены уходно-формовочные работы кустарников 2576, многократная стрижка кустарников живой изгороди с 3 сторон с приданием нужной формы 706 погонных метров. С апреля по октябрь месяц ежемесячно выполняются работы по подкосу газонов площадью 28,5 гектар. Пожалуй, одним из основных событий прошлого 2018 года является открытие нового здания Собес. В новом здании установлена система электронного учета, что позволит людям дожидаться своей очереди в комфортных условиях. Все строительные работы были проведены предприятием «Горстрой». Еще одним значимым проектом для столицы стал капитальный ремонт башни Сухумских часов, который не проводился со дня их установки. Помимо этого был отреставрирован один из главных символов города, а также и самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Абхазии – Сухумская колоннада, на которой вновь были установлены электронные часы. Еще один не менее важный проект прошлого года – очистительные и берегоукрепительные работы на реке Басла. После очистки реки от камней, ила и мусора эта проблема частично решилась. Помимо этого, на одном из излюбленных мест горожан, Сухумской горе, была расчищена территория и реконструирован фонтан. Для этого пришлось восстановить коммуникации протяженностью 550 метров, установить насос, чтобы качать воду и пусковое оборудование. Руководители управления образования и культуры также подвели итоги работы за прошедший год. Присутствовавший на собрании актива, председатель Сухумского городского собрания Константин Пилья выразил благодарность главе администрации Адгуру Харази и руководителям управления за слаженную и качественную работу. За весь отчетный период мы очень плотно контактируем со всеми руководителями управления и муниципальных предприятий. Ежедневно практически нам поступают письма от жителей, заявления, обращений. В основном это вопросы касаются жилищно-коммунального хозяйства, вопросы образования в сфере определения детишек в детские сады и много-много вопросов. Те, что не касается, за какими заявлениями не требуется финансовых средств, стараемся решать сами и напрямую с управлением. Все, что касается финансирования, конечно, ведем к главе, с главой администрации и практически ни в чем еще не получили
отказа, если действительно нет на то средства. Глава администрации, хочу вот здесь публично сказать и благодарить вас, Адгур Афетович, у вас есть одно прекрасное качество, и не одно, наверное, то, что вы говорите устно, любая устная вами договоренность, наверное, выше иногда, чем какой-то юридический документ. Спасибо вам за такое сотрудничество. Несмотря на экономически сложный год, все управления справились с поставленными задачами, отметил, завершая собрание, глава администрации столицы Адгур Харазия. توسي حلصة يحلصة أحسن حلقة راح تبكر صار يجي حيخ خلطها ويقطع مجزم ويصحوا يعنق يعنق زوم شرا وسحوا زوم سنا داري أي حرق وسو تشام داري بزينة وسجود حيسب خزود ويزاق شراستد شرا يشمو برس مجوجي يشلم شوجي Адгур Харазия также отметил проблему, связанную с неуплатой налогов. По словам главы столицы, долгов накопились миллионы. К примеру, одно только предприятие Черноморэнерго должно столице 120 миллионов рублей. Как отметил Адгур Харазия, если бы все эти долги были бы выплачены, можно было бы сделать больше для улучшения городской структуры. Больше бы ремонтировались дороги, кровли и подвалы домов. В большей степени осуществлялись бы и социальные выплаты. Помимо этого, Адгур Харазия подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества всех подразделений, особенно в вопросах воспитания и образования молодежи, разработки и внедрения программ по пропаганде здорового образа жизни. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.